Конституция Абхазии была принята в 1994 году. За это время в нее несколько раз вносились изменения. Они коснулись разных положений основного закона страны, но не политической системы. С начала 2000-х в стране происходят политические кризисы, и создание комиссии по конституционной реформе были своеобразным ответом на происходящее, подчеркнул в начале встречи член Общественной палаты юрист Тамас Кецба. После всех кризисов, я бы так сказал, наше общество переносило в высочайшую степень психоэмоциональную нагрузку и выходило из этих кризисов более разобщенным, не консолидированным, а более разобщенным внутри себя. По мнению юриста, изменения в Конституции должны коснуться двух важнейших аспектов – перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, изменение избирательного законодательства, а именно переход к пропорционально-мажоритарной системе. Сразу хочу оговориться, это наше видение, это не истина в последней инстанции. Это, если хотите, приглашение к деятельному диалогу и созиданию. У нас нет никаких иллюзий, что вот эта реформа и только это. Но я хочу высказать свое убеждение, что очень важно, чтобы на нашей сегодняшней встрече и на гражданском форуме, который пройдет 12 марта, участники подтвердили, констатировали необходимость. Сама по себе констатация необходимости реформ уже очень важна. Вячеслав Чирикба, руководитель Центра стратегических исследований, считает, что жесткая централизация власти в Абхазии не соответствует историческому опыту народа. Он предлагает перейти к консенсусной демократии, которая позволит учитывать мнения разных групп населения и вовлекать их в процесс принятия решений. Это может помочь укрепить доверие общества и создать более стабильную политическую систему. Если возьмем мы нынешнюю систему выборов, то, в общем-то, большая часть людей, которые могли бы внести вклад в законотворчество и вообще управление страной, они оказываются за пределами властной конфигурации, поскольку нынешняя система выборов, она исключает их успех в случае участия в выборах в парламент. Я думаю, понимаете, о чем я говорю, что это очень сложный процесс, который также затрагивает необходимость консолидации финансовых ресурсов, которых не у всех есть. Огромное число людей, которые могли бы внести большой вклад в развитие общества, они оказываются за пределами, за бортом. Необходимость реформирования органов государственной власти и внесения изменений в Конституцию Республики Абхазия обсуждается давно. В 2025 году Общественная палата на основании анализа мажоритарной системы, действующей в Абхазии, а также изучения работы законодательной власти, пришла к выводу о целесообразности внедрения смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы на выборах депутатов парламента. Это представитель народа, это народное собрание. И поэтому лишать возможности наше население, в частности наш народ, избирать человека не просто под флагом какой-то партии, а конкретного человека, кого не знают, не изберут. Во-первых, вот здесь я повторюсь, было правильно сказано, уже были внесены изменения в Конституцию. До этого было не более 2/3 могли партии выдвигать по всем округам. Расширили, сказали, пожалуйста. Если партии пока не сильны, я, возможно, не знаю, может, через некоторое время они будут настолько мощные, что они будут в парламенте только они заседать, это никто им не запрещает. И мы к этому должны отнестись. Что касается реформы в плане того, чтобы полномочия передать больше парламенту, эта комиссия в свое время под руководством Натальи Нуриевны Акопа была, я считаю, что очень хорошая. Потом его рассматривали, он в парламенте лежит. Я думаю, что там очень правильное распределение функций, чтобы у президента были лифты, где люди могут, я извиняюсь, парламент, чтобы утверждал. Это абсолютно правильно. Батал Иванович сказал, что у нас это орган, состоящий из представителей народа. И да, и нет, Батал Иванович.
Да, конечно, потому что это все граждане Абхазии. Но только поэтому. По своему качественному содержанию это не должен быть съезд Советов народных депутатов. Мы должны иметь профессиональный парламент, состоящий из политиков, а не форум народа. Если мы хотим собрать форум народа, это в какой-то другой форме надо делать, народный сход и так далее. Если мы хотим узнать мнение всех. В этом принципиальное различие. Около 2 часов длилась панельная дискуссия с представителями различных ветвей власти, научного сообщества, граждан страны. Мнения разные. Часть присутствующих за сохранение сильной президентской власти при одновременном реформировании партийной системы. Другая за переход к пропорционально-мажоритарной системе. Все предложения войдут в общую резолюцию по итогам гражданского форума 12 марта. Гугуца Вардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение.